Здравствуйте, в государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Обозначены перспективные направления межвузовского сотрудничества. Алан Гаглоев принял ректора Северостинского госуниверситета Алана Угоева. «Процесс века» в Южной Осетии презентовали фильм о судебном процессе над нацистскими преступниками «Нюрнберг». В целях обеспечения безопасности на время проведения последнего звонка сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный режим работы. Путешествие в прошлое. В Южной Осетии присоединились к международной акции «Ночь музеев». Президент Алан Гаглоев встретился с ректором Северостинского госуниверситета Аланом Угоевым, который прибыл в Южную Осетию с рабочим визитом. В ходе встречи Алан Гаглоев отметил поступательное развитие сотрудничества между вузами. Во встрече также принял участие ректор Югостинского государственного университета Вадим Тедеев. В ходе встречи были обозначены перспективные направления межвузовского сотрудничества. Президент Алан Гаглоев тепло поприветствовал гостя и отметил высокий уровень взаимодействия Югостинского и Северостинского госуниверситетов. Вас видеть в Южной Осетии. Я знаю, что приехали с такой представительной делегацией, с рабочим визитом. Отрадно отметить, что взаимодействие между нашими вузами практически по всем вопросам находится на таком достаточно очень серьезном уровне. Хочу выразить вам благодарность за то, что вы оказываете постоянное содействие и по всем вопросам, которые сегодня возникают перед нами, вы всегда, как говорится, находитесь рядом и с Вадимом Буртазовичем. Наши педагоги выезжают к вам и защищают диссертации, повышают квалификацию. Есть, конечно, вопросы, которые надо еще дорабатывать, над которыми надо работать, но есть уверенность, что если мы будем действовать вместе, мы любые вопросы сможем решить. Алан Угоев поблагодарил главы Угостинского государства за теплый прием и отметил, что отношения между вузами сложились профессионально-партнерские. Наши отношения, они на самом деле братские, и они профессионально-партнерские. Сегодня у нас визит достаточно большая делегация. Это все ключевые проректоры, деканы факультетов и заведующие кафедры. Традиционно у нас идет сотрудничество по направлению остинской филологии, исторического образования и журналистики. А в последнее время мы хотим усилить наши отношения в области информационных технологий, физики, математики и химико-биологического направления. И здесь хотел как раз, чтобы наши коллективы, наши коллеги, не так как мы с Вадимом Буртазовичем дружим и часто друг друга видим, а чтобы уже вот эти административные границы условные, которые у нас есть, чтобы они были абсолютно нивелированы. Мы хотим, чтобы наша молодежь принимала участие в проектах, которые ставятся во главу угла Министерством науки Российской Федерации, отметил он. Молодежного направления, чтобы как можно больше молодежи приезжало к нам на как раз такие уникальные проекты, которые реализуются совместно с ведущими вузами нашей страны, такими как Курчатовский центр, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и университет ИТМО. Все современные технологии, которые сегодня ставятся во главу угла нашим Министерством науки и высшего образования, мы бы хотели, чтобы наша молодежь совместно в этих процессах принимала участие. Это будет оказывать непосредственное влияние непосредственно на нашу республику, на наши республики. Поэтому хотел бы, чтобы эти отношения с каждым днем становились все более и более тесными. Поэтому вам большое спасибо за поддержку всех наших инициатив и наших мероприятий. Ректор ЮАГУ Вадим Тедеев подчеркнул значимость проведения встречи и обсуждения вопросов совместной деятельности. На сегодня уже многое сделано. Это и
совместное участие в научно-практических конференциях. Это и проведение этих конференций с организаторами. Мы являемся уже давно тех или иных мероприятий. Даже сегодня в 13:00 у нас будет круглый стол на тему геополитики. Вот. Хочется отметить, что именно на наши плечи, на плечи Северо-Остинского государственного университета, Юго-Остинского государственного университета именно возложена святая миссия. Именно популяризация остинского языка, остинской литературы, остинской культуры. Соответственно, сделать все возможное, чтобы никто не то, что отнял у нас историю, но даже попыток было отнять у нас историю. Это сложный вопрос. Мы знаем, что есть целые организации, которые задались целью отнять у нас и историю, и наш легендарный нарский эпос, и все остальное. Я бы очень хотел, чтобы наши историки, скоординировав свои усилия, сделали все возможное, чтобы везде и в интернет-ресурсах, в СМИ, везде звучала тема великой истории нашего этноса. Вадим Тедеев обозначил вопрос создания военной кафедры в Юго-Остинском государственном университете. Зарина Кочева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же в рамках визита делегации Северо-Остинского государственного университета в Госдрамтеатре состоялся совместный концерт хореографических ансамблей, функционирующих в госуниверситетах Севера и Юга Осетии. Руководители вузов в ходе мероприятия рассказали о достигнутых результатах сотрудничества. Хореографические и вокальные ансамбли вузов представили зрителям насыщенную концертную программу, национальные танцы, музыкальные номера и этюды в исполнении студентов факультета актерского мастерства. Торжественное мероприятие посетил президент республики Алан Гаглоев. Высшие учебные заведения сотрудничают практически во всех сферах, а такие мероприятия сближают студентов еще больше, подчеркнул ректор Юго-Остинского государственного университета Вадим Тедеев. Я всегда с пониманием отношусь к тому, что вуз должен развиваться не только в сторону образования и науки, но и в сторону культуры. Сегодняшний концерт показал, что и Юго-Остинский государственный университет, и Северо-Остинский являются не только образовательными и научными центрами в своих республиках, но и молодежными и культурными центрами. В свою очередь Алан Угоев поблагодарил президента Южной Осетии за поддержку двусторонних отношений Северо-Остинского и Юго-Остинского университетов и выразил надежду на более тесные взаимоотношения. Для нас сегодня большая радость находиться в стенах Юго-Остинского государственного университета. Это состояние души, это желание создавать и творить вместе. Сегодня все важные слова были сказаны, мне кажется, на этой сцене нашей молодежью. Поэтому я убежден в том, что нас ждет интересное будущее, потому что мы можем гордиться нашими студентами, теми людьми, которые будут творить и создавать будущее наших республик. Поэтому хотел еще раз поблагодарить, Алан Эдуардович, вас лично персонально за внимание. И, безусловно, Вадим Бутазович, все то, что вы делаете сегодня в стенах университета, безусловно, будет возвращено сторицей. В рамках обменных мероприятий концертная программа будет представлена и на площадке Северо-Остинского государственного университета. Стелла Бязарова, Азамат Кудзей, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня президент Алан Гаглоев подписал указ об освобождении от должности заместителя министра обороны Южной Осетии по финансово-экономической работе генерал-майора Гаглоева Алана Григорьевича. Он возглавлял финансовый отдел Вооруженных сил Республики Южная Осетия. В киноконцертном зале «Чермен» состоялась премьера художественного фильма «Нюрнберг». Кинокартину представил известный российский актер Игорь Петренко. В основу сюжета легла книга Александра Звягинцева «Навеки вечные». Фильм режиссера Николая Лебедева о самом громком судебном процессе XX века. Картина повествует о работе Международного военного трибунала над нацистскими преступниками после капитуляции Германии. Презентацию фильма посетил председатель правительства Константин Джусоев и посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов.
Здравствуй, родная Южная Осетия. С этих слов начал свое выступление Игорь Петренко. Известный российский актер приехал представлять югостинскому зрителю картину «Нюрнберг». Перед показом, общаясь со зрителями, Петренко отметил, что не первый раз находится в нашей республике. В 2018 году он презентовал еще одну российскую картину «Решение о ликвидации». В ней снялся народный артист Южной Осетии Дмитрий Поростаев. Именно тогда он близко познакомился с традициями и культурой осетин. Артист отметил, что на этот раз его сопровождает супруга Кристина Бродская, чтобы она прочувствовала гостеприимство осетинского народа. Так сложилось, что я в прошлый раз, когда приезжал сюда, у меня была поездка в 2018 году, я приезжал сюда с картиной «Решение о ликвидации». В прошлый раз я рассказывал, что у меня муж сестры осетин из Южной Осетии тоже, поэтому мы, в общем-то, в прямом смысле я не перестаю и удивляться семьей и личными качествами этих людей, которые, я считаю, что также повезло, что мы так обогатились. Сегодня я приехал тоже не один, и я взял с собой свою спутницу, любовь, свет очей моих, Кристина. Также моя коллега, вы могли видеть ее на экране, Кристина Бродская, жизнь Петренко тоже. Ты теперь видишь, что это такое. Я очень хотел, чтобы ты почувствовал это тепло, эту любовь, я не знаю, эту красоту. Знакомя зрителей с кратким содержанием фильма «Нюрнберг», российский актер отметил, что картина обязательна к просмотру, ведь она повествует об общей истории советского народа в годы Великой Отечественной войны. Большая честь поучаствовать в этом, несмотря на то, что у меня здесь главная роль. У меня здесь, казалось бы, очень маленькая нагрузка. Я внес сюда свой маленький, скажем так, такой вклад с самого начала фильма, отправляя, или, скажем так, позволив главному герою отправиться на дальнейшие приключения, на те испытания, которые ожидают его в течение этой картины. Но, тем не менее, я понимаю всю важность и ответственность вот этой темы, подобных фильмов на сегодняшний день. Потому что действительно это не просто суд победителей, это суд света над злом. Презентацию фильма посетили председатель правительства Константин Чусоев, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, министр культуры Рада Дзагоева. Показ фильма состоялся при поддержке Министерства культуры Южной Осетии и представительства Россотрудничества. Мне особенно приятно, что в Республике Южная Осетия знают и помнят, что такое Вторая мировая, что такое Великая Отечественная война. Мало того, здесь, в Республике Южная Осетия, сохранение исторической памяти, исторической правды поставлено на государственный уровень. Фильм основан на реальных событиях. В основе киноленты лежит книга Александра Звягинцева «Навеки вечные». В 1945 году в Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал над нацистскими преступниками. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжается огромное количество людей со всего мира. Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на процессе в качестве переводчика, в составе советской делегации фронтовик-разведчик Игорь Волкин. Он знакомится с русской девушкой Леной, угнанной во время войны в Германию, а после освобождения завербованной фашистским подпольем. История их любви ложится в основу картины. Вокруг нее обыгрываются и события, связанные с Нюрнбергским процессом. Прошу всех встать. А вот и судьи. Представители 4 держав-победительниц. Председатель трибунала – британский судья лорд Лоренс. Представители от Советского Союза – Иона Тимофеевич Никитченко и Александр Федорович Волчков. Лена Газаева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.
Завтра во время последнего звонка в школах республики сотрудники госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения правонарушения особое внимание будет уделено соблюдению правопорядка выпускниками. Сотрудники ведомства призывают родителей не передавать выпускникам свои автомобили. В противном случае транспортные средства, управляемые несовершеннолетними лицами, будут изыматься. Ochoroz kayfavtkan uysarobbun masayroji dar fandror fakan patro ogduntan mazar dasin zagın tistita sadortar tsordu. Oui, ma yuma mafand bokhotun kodro ogduntan sakhimov tasaniyorch tamdar samaydaytar utsbun ma navibun tdar sa svalatta modattuy avtotransport. Umana ma kodzuna moftamay udunstnoqum naysam balvrganan dokumenta ma sin bordar nay avtotransport boden. Witoyima bostu ma noqum kfatkhso avariy situatsiywad yabuni sudin kudmbala ofta sreakcji kanen ama ganani В рамках программы ГУП «Водоканал» продолжают работы по замене изношенных инженерных сетей. Работы ведутся на одном из переулков улицы Сталина. Проложена новая водопроводная линия, частично заменена и система канализации. Новые подземные инженерные сети позволят минимизировать аварийные ситуации, которые на этой улице происходили периодически. В дальнейшем на этом участке приступят к работам по благоустройству. 10 rojdottam, 10 maja. Jsou nebudu abumemu, že частично kanalizācija roiftam šidarta ürozma ivderšedeste. Ma dun yuldan avtruber roiftam. Hajartam yular jeshattast. Bobastuneku manamon noše pромежуток бозадима все. Для недопущения вспышки африканской чумы ветеринарные службы Министерства сельского хозяйства проводят профилактические работы в районах республики. Специалисты дезинфицируют помещения, где сельчане содержат домашних животных. Специалисты призывают граждан проявить ответственный подход к проводимым работам и оказать содействие ветеринарным службам. Кроме того, при поддержке правительства Минсельхоз закупил материал для вакцинации крупного и мелкого рогатого скота. Куда изолют автомобилем фастаг астатинг сарахи Африка гименанис хотел ما أيفاد المناشط كرايد تام ديزینفکسیا تا کنن پروفیلاکتیک ديزینفکسیا تا کم ودی سپیشکات ما کم دارت توی خودت کم دایتر ماردست آفریقا گیمنانیزه ومتکنجستم ديزینفکسیا تا ما ویدی کیفن دا شمین یا سکت کنو است ديزینفکسیا کنو دو اندر کنم ديزینفکسیا ветеринарные службы арасынш дезинфекция мохтасан код мисто софт тнақус дарам шудариттар сақа و میسم کسر ماشیاس رفتم شمی سکست فینچون در و профилактик آجان شمی گایتانم راشاز مفصلا. Национальный музей Южной Осетии присоединился к международной акции «Ночь музеев». Она продлилась до полуночи и собрала сотни любителей искусства. Работники музея ознакомили посетителей с экспозициями, рассказывали об истории и обычаях осетинского народа. Особое внимание привлек национальный уголок, где воочию можно было увидеть, как наши предки обустраивали свои жилища. Атмосферой праздника прониклась и наш корреспондент Анжела Кокоева. Традиционно в мае Национальный музей открывает свои двери для любителей искусства, и каждый раз посетителей ждут сюрпризы. И этот год не стал исключением. Директор музея рассказал о бусине желаний Сакура Эфардек. Согласно поверью, бусина приносила достаток и удачу ее хозяевам. Интерес к музею, к нашему, он есть. И совершенно однозначно могу сказать, что этот интерес для нас является стимулом к тому, чтобы больше стараться. Я приветствую вице-премьера Алана Владимировича Джиуева. Я приветствую министра культуры Раду Филипповну Забоеву и наших многочисленных гостей, которые сегодня пришли разделить с нами сегодняшний праздник.
Ночь в музее – международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера. Уникальная ночь, когда все двери открыты, сам формат мероприятия создает необычную атмосферу. Именно это привлекает большое количество посетителей, чем в обычные дни. Руководство и сотрудники музея готовились к мероприятию несколько месяцев. И как итог, посетители смогли вкратце ознакомиться с историей и обычаями астинского народа, посмотреть предметы быта, традиционное обустройство астинской сакли. Сотрудники музея рассказали о персонажах нарского эпоса, уделили особое внимание отдельным фрагментам. Традиционно посетителей музея угощали астинскими пирогами. Лена Газаева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Югостинские самбисты завоевали 4 медали в первенстве Республики Северная Осетия Алания среди юношей. Соревнования прошли в рамках открытых детско-юношеских игр боевых искусств. На первую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Кочев и Феликс Кулумбеков. Кулумбекову не было равных и в абсолютной весовой категории. Серебряные медали достались Барсагу Кудоеву и Юрию Биченову. А далее у нас прогноз погоды на завтра, 24 мая. Завтра в республике будет облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем 26 градусов тепла, ночью плюс 16. В Дзавском районе днем плюс 22, ночью плюс 15. В городе Куайса днем плюс 21, ночью плюс 13. В Ленигорском районе днем плюс 24, ночью плюс 16. В столице республики в Цхинвале днем плюс 25, ночью плюс 15. И только что к нам поступила информация о том, что 29 мая президент республики обратится с посланием к народу республики. А у меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание и до свидания.